Звание Героев России на сегодняшний день удостоены больше 1000 человек. За каждой наградой история самопожертвования, как в военное, так и в мирное время. Имя Алихана Калиматова в этот перечень вписано 16 лет назад. Он прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории своего народа. Родился Алихан Калиматов в большой семье. Он был 7-м ребенком, и поэтому со стороны родственников, братьев и сестер к нему, как к самому младшему, относились с трепетом и любовью. Одинарный такой. Мы как-то складываем одинаковые братья, вот идем, 3 брата, да, в общем. А у нас другой всем был. Младший был, мы, мать больше жили, отец больше жил, он сам младший был, мы 7 старших были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали и не просили в жизни. Алихан Калиматов окончил 4-ю Сунжинскую школу. Сейчас она гордо носит имя Героя России. В холле на самом видном месте красуется мемориальная плита с изображением погибшего подполковника, которая напоминает ученикам, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова, родного брата Героя России, из старого здания учащиеся и весь педагогический коллектив переехал в новое современное в прошлом году. Сложно, когда человек уходит в юности, а ему было всего 38 лет, особенно сложно это для родителей, близких. Ну и, конечно, для близких людей, которые тоже переживают, что он ушел. Но память, которая увековечивается погибшем человеке, она не дает ему забыть, кто он, откуда он. Он наш ингушский, он наш слепцовский, и никогда мы его не забудем. И я вам хочу сказать, у нас герои республики, которые отдали свою жизнь, их достаточно. Ну и люди, которые тоже ушли, защищая вот этот светлый день сегодняшний, в том числе и Калиматов Алихан, они каждый внесли свой вклад, чтобы мы сегодня мирно жили. Волевой, целеустремленный и справедливый. Именно таким запомнили Алихана Калиматова родные, друзья и сослуживцы. В 1996 году Алихан Калиматов переехал в Самару. С 2000 года сотрудник управления ФСБ России по Самарской области. Нес службу в горячих точках. Он отличался исключительной принципиальностью. В самый сложный и ответственный период Алихан Калиматов был командирован на Северный Кавказ. Не раз участвовал в проведении контртеррористических операций. За успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен награждению Орденом Мужества. Сильно было здесь противостояние терроризма с терроризмом. И на главных направлениях этой борьбы стоял Алихан Макшарипович Калиматов. Он не жалел себя, он активен был, очень инициативен был, принимал много мер, на его счету много спасенных жизней, массовых акций, которые могли быть в нашей республике. О нем только можно сказать самое хорошее. 17 сентября 2007 года Ингушетию всколыхнула трагическая весть. От бандитских пуль погиб сотрудник Центрального аппарата ФСБ России Алихан Калиматов. 16 лет о нем помнят и гордятся всем народом, будь то старшее поколение или подрастающее. Алихан Калиматов был очень добрым и честным человеком. За ним шли люди. На уроках много рассказывают о разных героях, и Алихане Калиматове тоже рассказывают. Я горжусь, что в республике и в стране находится столько героев. Несколько лет назад в Магасе торжественно открыли мемориальную плиту в память о Калиматове. Его именем названа одна из улиц в столице Ингушетии. В честь Алихана Макшариповича ежегодно проводят спортивные турниры по боксу и шахматам. А в 2017 году в Самаре открыли бульвар имени Героя России. Алихан погиб на 39-м году жизни. Из них 7 лет он отдал службе в правоохранительных органах. У него остались жена и 2 детей. Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову присвоено звание Героя России посмертно. Хадь Добрива, Новости 24.